Уважаемый Иван Эдуардович, на полях конгресса, в котором я принимал участие по приглашению министра здравоохранения Российской Федерации профессора Михаила Мурашко, мне удалось договориться с одним из региональных министров здравоохранения о командировании в Республику Южная Осетия в первой половине декабря офтальмологической бригады для диагностики и лечения пациентов в условиях РНМЦ, больных катарактой. Данный вопрос не вызывает актуальности, так как по имеющимся в распоряжении статистическим данным Министерства здравоохранения в прошлом году было направлено больше 70 человек за пределы республики, в текущем году больше 40 человек за пределы республики для получения данной медицинской помощи. И тем не менее, все еще на учете состоит около 400 человек, которые нуждаются в данном виде операции. Когда они принимают? Запланировано первую половину декабря. Ну, эта история, конечно, нужна, необходима, поэтому мы тоже поддержим. Параллельно дам указания о выделении денежных средств для приобретения этих хрусталиков, которые необходимы для проведения операционного вмешательства, для проведения операции. Какое количество мы будем переливать? На данный момент запланировано 50 операций. 50 людей. Очень хорошо. С вашей поддержкой данная инициатива будет продолжена. И хочу заверить людей о том, что мы в кратчайшие сроки прооперируем еще больше людей в условиях РНМЦ. Будет отсутствовать необходимость выезда за пределы республики. Что у нас по результатам выезда в Ленингорский район вы проинспектировали? Совершенно верно. Я провел выездной рабочий день в Ленингоре. В течение рабочего дня принял 26 человек. Люди подходили со своими жалобами и предложениями. Они касались отсутствия узкопрофильных специалистов в Ленингорской больнице. Также в течение длительного времени отсутствует врач Циногора. И часть посетителей обратилась по поводу вопросов трудоустройства. Также я провел обход пациентов в больнице. К сожалению, в больнице находится только 3 человека в условиях больницы. И проинспектировал ведение истории болезни и учет лекарственных препаратов. История болезни не выдерживает никакой критики ведения истории болезни. В ней отсутствуют листы назначений, отсутствуют дневники осмотров, что документально говорит о том, что пациенты систематически не осматриваются. Листы назначений также отсутствуют, и пришлось искать. Посмотрел также архивные истории болезни. Архивные истории болезни имеют те же самые дефекты. То есть и я могу говорить о том, что ведется учет препаратов с серьезными значительными нарушениями. Также часть жителей предъявляла жалобы на условия лечения в больнице. Я провел рабочее совещание с коллективом больницы, где все это было озвучено. Также выслушал вопросы, проблемы и предложения коллектива больницы. Они касались и лабораторных обследований. Лабораторные обследования также оставляют желать лучшего. В частности, лабораторные исследования не выполняются пациентам. И в целом работа в больнице ведется неудовлетворительно. Руслан Анатольевич, когда такое поручение до конца текущей недели представить предложение по наведению порядка в районной больнице, в Циногорской зоне, в общем, всю вот эту историю проанализировать и представить предложение по управлению ситуацией. Диагностики и лечения туберкулеза в Республике Южная Осетия. Я хочу напомнить, что на данный момент 301 человек находится на диспансерном учете. И для полноценной диагностики и лечения нам необходима бактериологическая лаборатория. Бактериологическая лаборатория нужна для изучения свойств бактерий и с целью выработки дальнейшей тактики лечения. По этому поводу у меня состоялась встреча с заместителем министра здравоохранения Лутницким Иваном Николаевичем, и мое предложение поддержано. Поэтому в кратчайшие сроки мы начнем решать эту проблему полноценно, в соответствии со всеми порядками оказания медицинской помощи по профилю фтизиатрии.